Вы, комментируя принятие закона про украинский язык как единственный государственный, поздравили всех граждан Украины с этим и сказали, что теперь нужно национальным общинам самим бороться за права своих языков. И вот, например, вы написали, что есть инициативы законодательные по защите крымско-татарского языка. Вот расскажите нам, какие это инициативы существуют? Это общеизвестная инициатива, это проект внесения изменений в Конституцию Украины в части раздела 10 Автономной Республики Крым в свете перспективы создания национальной территориальной автономии в Крыму. И это соответствующих два законопроекта, которые мы подготовили. Также это проект закона о статусе крымско-татарского народа и это проект закона Украины о коренных народах Украины. К сожалению, пока данные законодательные инициативы не внесены даже в парламент на рассмотрение, но хорошая новость в том, что они есть, и мы, как именно крымские татары, мы готовы к тому, чтобы в свете принятия, в том числе и данного закона, который вы сегодня обсуждаете, реализовать наше право на наш язык. И я много общаюсь с представителями других национальных общин Украины, и в диалоге с ними всегда говорю о том, что на самом деле для них важно сегодня не оппонировать тому, чтобы украинский язык все-таки наконец установился как действительно лингва франка в Украине, чтобы все его и понимали, и знали, и разговаривали. А важно защитить именно то, что важно для них, то есть их языки, а не стараться заморозить и законсервировать ситуацию на уровне 92 года, я имею в виду год принятия закона о национальных меньшинствах, или на уровне 96 года, когда была принята Конституция Украины, было сказано о том, что украинский язык государственный, но этот вопрос не был урегулирован. То есть никто не понимал, как это применить, кто это контролирует, каким образом это реализовывается, какие есть санкции за нарушение. Какие сегодня существуют возможности, чтобы на законодательном уровне обеспечить языковые права? Ну, я понимаю, что эти проекты, они еще не рассматриваются, но тем не менее, что вы предлагаете? Здесь есть, если мы говорим о крымских татарах сейчас, да, и здесь есть два, то есть я бы разделил этот вопрос на две составляющие. Первое – это каким образом языковая политика будет реализовываться в Крыму после деоккупации. И это вопрос, который... И здесь для нас, кстати, принятие данного закона об украинском языке как государственном, для нас это важный указатель, это руководство к тому, каким образом мы можем защитить и крымско-татарский язык в Крыму после деоккупации. Это на перспективу, как мы понимаем. Да? И то, что уже сегодня здесь, на материковой Украине, нам необходимо, конечно же, урегулировать то, каким образом используется крымско-татарский язык, в частности, в сфере образования, в частности, в сфере культуры, в иных публичных сферах, о которых идет речь в принятом законе, где говорится о том, что коренные народы, они используют и свой язык, и это определяется законами. И вот, собственно говоря, эти законы необходимо внести, рассмотреть, принять.